Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, зашел в комнату Аиши. Вы знаете, из чего была построена комната Аиши? Она была построена из камней и глины. Это комната Аиши, в которой ночевал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Она была построена из глины и камней, а сверху ее закрывала крыша, которая состояла из ветвей пальмы. Это и есть дом пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и комната пророка. Она не была застлана коврами, нет, клянусь Аллахом. Там на полу была циновка из пальмовых веток. Аиша рассказывает, однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, заснул. Когда он заснул, потекли слезы Аиши. Слезы Аиши потекли на лицо посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Представьте эту картину. Слезы Аиши текут из ее глаз на лицо пророка, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, протирая ее слезы с лица, просыпается. Он видит любимую женщину, которая плачет перед ним. Он сказал: «О Аиша, почему ты плачешь?» Переживала ли Аиша в то время за свое жилье, плача и говоря: «О, если бы у меня был большой дом!» Смотрела ли она на глину, которая окружала ее, или на циновку, говоря: «О, если бы у меня был ковер!» Думала ли она об этой крыше из пальмовых ветвей, говоря: «О, если бы у меня был дом побольше! О, если бы у меня было побольше богатства, имущества!» Думала ли она обо всем этом? Нет, клянусь Аллахом. А знаете почему? Потому что этот мир был в их руках, а не в их сердцах. Когда же приходит помощь Аллаха? Она приходит тогда, когда эта дунья в наших руках, а не в сердцах. Вы знаете, когда приходит помощь Аллаха? Она приходит, когда эта дунья в наших руках, а не в сердцах. Она приходит тогда, когда мы управляем этим миром, а не он управляет нами. Когда мы управляем этим миром, а не он управляет нами. Он сказал: «О Аиша, почему ты плачешь?» Послушайте же, что ответила Аиша. Она сказала: «О посланник Аллаха, я вспомнила судный день. О посланник Аллаха, я вспомнила судный день». Пребывая в таком состоянии, Аиша вспоминает судный день. Она сказала: «О посланник Аллаха, вы узнаете свою семью в день суда?» То есть: «О посланник Аллаха, ты узнаешь меня в этот день?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил ей: «Есть 3 места, где никто не будет узнавать других. О Аллах, скрой наши недостатки и прости нас. О Аллах, скрой наши недостатки и прости нас. О Аллах, скрой наши недостатки и прости нам те грехи, про которых знаешь только Ты. Люди думают, что я хороший человек, но на самом деле я самый худший из них, если Ты не простишь меня. О Аллах, люди думают, что я хороший человек, но я самый худший из них, если Ты не простишь меня». Аиша плачет, но она даже не вспоминает о том, что ее окружает глина, пальмовые ветви, циновка и камни. Узнаете ли вы свои семьи в день суда? То есть, узнаешь ли ты меня в этот день, о посланник Аллаха?